Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. С торжественного возложения цветов к могиле неизвестного солдата на мемориале «Вечный огонь» началось сегодняшнее мероприятие в парке Серго Орджоникидзе. В своем приветственном слове председатель городского совета депутатов Усман Невлоев поблагодарил всех собравшихся за их неоценимый вклад в дело увековечивания памяти защитников, погибших в борьбе за нашу общую родину. Мы бой поднимали светло и сурово. На наших знаменах начертано слово «Победа, победа, победа». Враг был остановлен, измотан и разбит. И 3 января 1943 года наш город Малгобек, славный город воинской славы, был освобожден. Сегодня закрытие такого мероприятия, как вахта памяти, это лишь малая толика этого долга, который мы должны отдать им. Я хочу сказать спасибо своим братьям-поисковикам, которые нашли время, средства, чтобы прийти здесь, провести поисковые работы. Хочу выразить большую благодарность поискового движения, администрации и руководству Ингушетии, Малгобекского городского округа. И надеюсь на то, что в дальнейшем мы будем сотрудничать. По словам организаторов поисковой экспедиции, одна из основных целей проведения подобных мероприятий с участием молодежи – это желание донести до подрастающего поколения то, какой ценой далась нашим отцам, дедам и прадедам великая победа над фашистскими захватчиками. Впрочем, патриотизма юным воспитанникам военного движения «Юнармия» не занимать. В лагере «Молодой патриот» ребята отлично понимают, насколько важно помнить и беречь память о своих предках, защитников Родины. Для меня большая честь быть на этом мероприятии, ведь наши деды, отцы и даже прадеды воевали за нашу жизнь. И поэтому я хочу почтить их память, ведь без них не было бы и нас. Хотела посмотреть, кто умер, кто погиб ради нашей Родины. Я считаю, что здесь погибло 120 тысяч солдат, которые отдали жизнь, чтобы все спокойно жили. Был кто-либо в роду, кто вот воевал? Да, Султыгов Исмаил Османович. Он мой дедушка, прадедушка. Он смог защитить мой род, мою семью. Межрегиональная вахта памяти «Терский рубеж-2019» поисковой экспедиции «Северокавказский фронт» была организована региональным отделением «Поисковое движение России» в Чеченской Республике. Акция проходила с 16 по 25 сентября в рамках реализации проекта «Ушедшие в бессмертие». Всего в ней приняло участие более 100 человек в составе 8 поисковых отрядов. По многим источникам, по многим сведениям, донесений с Центрального архива Министерства обороны на различных участках в окрестностях города Малгобек, Малгобекского района проходили ожесточенные бои. Проведению данной вахты предшествовала долгая и кропотливая работа в различных архивах Российской Федерации, а также в нескольких архивах западных стран, в том числе Германия, Австрия. В августе 1942 года войска неприятеля вплотную подошли к Тереку, и уже 1 сентября начались ожесточенные бои на подступах к Малгобеку. 14 раз город переходил из рук в руки. В итоге обескровленный враг не мог продолжать дальнейшее наступление и вынужден был перейти к обороне в захваченных частях города. В ночь на 3 января 1943 года советские войска освободили Малгобек и погнали фашистов на запад. Всего в ходе Малгобекской оборонительной операции смертью храбрых полегло более 120 тысяч человек. Ничто не забыто и никто не забыт. В прошлом году военнослужащие в рамках акции обнаружили останки 14 красноармейцев, погибших во время Малгобекской оборонительной операции. Личность одного из бойцов тогда удалось установить благодаря личному жетону. Им оказался уроженец Чувашии Тимофей Перков, погибший в октябре 1942 года. А в этот раз поисковики хотят предать земле останки 22 бойцов времен Великой Отечественной войны. Как рассказывает командир поискового отряда «Патриот» города Малгобек, узнав, что проводится межрегиональная вахта, они тут же изъявили желание принять в нем участие, и были отобраны лучшие волонтеры движения. К счастью, погодные условия были хорошими, и проводить раскопки было не тяжело. Щупами, металлоискателями находили металлические вещи, которые могут быть рядом с ними. И местные жители тоже подсказывали, где окопы, блиндажи могут находиться. Исходя из этого, уже в наших окопах и блиндажах в основном без вести пропавшие солдаты безымянные лежат. Да.
В завершении дня участники мероприятия провели торжественную церемонию захоронения останков неизвестных солдат и поблагодарили всех, кто имеет отношение к поисковой деятельности. Они дают шанс павшим молодым солдатам, могилы которых уже давно заросли травой, подняться и сказать: «Я был, я есть, я не забыт». Михаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24.